Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Известные архитекторы любили повторять: история города – это история цивилизации. Развитие человечества неразрывно связано с ростом городов, и этот процесс не остановить. С каждым годом все больше людей стремятся переехать в города. Так, по мнению экспертов, в 2030 году в мире будет 41 мегаполис, где будет жить 720 миллионов человек и обеспечивать 60% роста всей мировой экономики. Но как же сделать жизнь в городах комфортной для каждого? Как создавать максимально благоприятные условия, услышав мнения разных сторон? И есть ли такие возможности в северных регионах, в частности, у Якутии с ее суровым климатом? Тема нашей сегодняшней программы – комфортная городская среда в Якутии. Мечта или достижимая цель? Благоустройство, городские пространства, социальная архитектура, урбанизация – эти модные термины сейчас часто повторяют как ведущие СМИ, так и в интернете. При этом за словами скрываются интереснейшие проекты и труд профессионалов своего дела. В Якутии в сфере урбанистики также кипит работа. И сегодня с нами в студии руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды и лета Ирина Маркина. Ирина Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о Центре компетенций, как вы помогаете улучшать городскую среду и что уже сделано. Я знаю, что центру, по-моему, 2 года, да, если я не ошибаюсь. Да, 2 года. Региональные центры компетенций были образованы по всей России и уже работают в более 60 субъектах Российской Федерации. Мы были одними из первых, открылись в феврале 2019 года. И за 2 года нашей работы мы уже постепенно, маленькими шажочками улучшаем качество жизни городской и сельской местности. Центр компетенции по вопросам городской среды занимается тем, что помогает муниципальным образованиям именно в вопросах комплексного развития территорий, повышения индекса качества городской среды, синхронизации с национальными проектами и повышения уровня вовлечения жителей. А почему он называется «Лето»? Вообще «Лето» означает аббревиатура буквы Л, Е, Т, О. Но лето – это потому, как долгожданная пора. Летом у нас как раз-таки реализовываются проекты наши общественных пространств. Нет, просто вы сказали, что эти центры компетенций, они по всей стране. Да, они по всей стране, да. Но они там по-разному называются, только «Наше лето» называется. Да, только «Наше лето». Ну, в Якутии, конечно, все ждут лета, но вот оно у нас уже почти настало. Сейчас пора активного строительства. Какие у вас планы на это лето? На это лето у нас большие планы. У нас будет реализовано 9 общественных пространств, 7 из которых это города. И мы также не забываем про сельские местности. А в городах мы реализовываем 2 из них северных города. Это победители всероссийского конкурса малых городов исторических поселений. Город Верхоянск. Там будет благоустроен сквер Уюянь, который построен будет по мотивам якутской сказки «Бесенахтак бейберекенемякс». В городе Среднеколымске будет построен центральная площадь, Среднеколымское подворье. В городе Мирном будет реализована зона отдыха реки Ирилях, в которой будут также детские площадки, зона отдыха с городским пляжем. В городе Удачном мы построим центральную площадь. В городах Нерюнгри будет обновлен сквер имени Черяева. В городе Алдане у нас начнется реализация первого этапа парка Золотого. И в городе Тамоте оздоровительный парк будет реализован. И также в селах, мы не забываем про сельские местности, в селе Бердигестях набережная реки Матта. В селе Верхневилюйск будет благоустроена набережная озера Кораб-Мыкы. Но я знаю, что Верхоянск будет делаться за федеральные деньги, потому что это был конкурс «Малые города». А остальные проекты реализуются по программе формирования комфортной городской среды. Ну тоже нацпроект, да, тоже за федеральный бюджет. Здорово. Слушайте, улучшение городской среды на севере – это дело непростое. Тут и климат, и география. С какими особенностями, с какими сложностями вы сталкиваетесь при благоустройстве? И какие особенности работы именно на севере? Особенности, конечно, нашего региона в том, что мы находимся в криолитозоне, в зоне вечно мерзлых грунтов. Но так как наши проекты благоустройства – это
не капитальное строение, поэтому мы не углубляемся в нулевой цикл, и это нам не мешает. Единственное, наверное, как и во всей сфере строительной, это короткий строительный сезон, с которым мы должны успеть за год реализовать наши проекты. Ну вот урбанизация и крупные интересные проекты городской среды, они могут реализовываться, получается, ну, не только в столице, но и в малых городах, и даже в селах, да? Да, да, конечно. Мы участвуем каждый год во всероссийском конкурсе малых городов, исторических поселений на лучшие проекты по благоустройству. Так, в этом году у нас амбициозные планы, у нас будет 6 заявок. Вот на днях, сегодня-завтра мы загружаем заявку на участие во всероссийском конкурсе. А в этом году у нас подали заявки 6 городов. Это город Мирный, Нюрба, Покровск, Алдан, Ленск и Алекминск. Я вот знаю, что у вас буквально на днях завершается голосование по проектам благоустройства по городам. Вот как вообще привлекать людей к созданию таких социально значимых пространств в Якутии? Как вот их заинтересовать, как мотивировать? Да, конечно, главным инструментом комплексного развития территории является соучаствующее проектирование. Мы проводим, конечно же, рейтинговые голосования, вовлекаем жителей, но перед тем, как начать разработку проектов, мы также собираем жителей, неравнодушных граждан, вообще горожан, предпринимателей, органы власти и вместе оцениваем ситуацию, оцениваем выбор территории, именно какие особенности территории, проводим практические семинары, так называемые воркшопы, в которых мы все вместе принимаем решения по созданию общественных пространств. То есть наши жители, горожане, они выступают в роли заказчика, даже в роли соавторов и потом уже экспертов. А всегда ли получается вот наладить контакт между жителями и архитекторами? Бывают ли какие-то сложные ситуации, спорные, как они разрешаются? Поэтому для этого мы как раз проводим воркшопы, потому что во время принятия решения заинтересованы разные стороны, и мы все это анализируем, собираем и уже составляем техническое задание совместно. Можете рассказать вот какой-то пример, когда вот был спорный момент и как-то он разрешился? Допустим, проводили мы воркшоп в городе Покровске. Жители были против того, чтобы наш бульвар, с которым мы участвуем во всероссийском конкурсе, чтобы мы его полностью перекрывали транспортно. Но мы пришли к такому решению, что он у нас будет перекрываться во время, то есть набережная будет перекрываться на время праздников. Ну а сам бульвар, он станет таким променадом пешеходным и соединит нашу набережную с общественными пространствами, с парком, и выстроится единая сеть общественных пространств. То есть нашли компромисс, получается. Нашли компромисс, да. А чем вы вдохновляетесь в своей работе? Есть ли примеры успешной консолидации там, с специалистами из Москвы, например? Мы, конечно же, в первую очередь вдохновляемся также реализованными примерами, практиками республик Татарстан, таких же национальных республик, Башкортостан и Удмуртия. Вот скоро на днях с 7 по 11 пройдут Дни Якутии в Татарстане, и мы с 7 по 9 проводим наш межрегиональный практикум по теме формирования комфортной городской среды. В рамках этих дней? Да, в рамках Дней Якутии. То есть у нас будет такой своего рода обмен опытом и изучение лучших практик уже в Казани. Спасибо большое. Давайте подробнее узнаем, какие перспективные проекты и планы на будущее есть у московских партнеров Центра «Лето». Сегодня с нами на связи генеральный директор, соучредитель агентства стратегического развития «Центр» Сергей Андреевич Георгиевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, расскажите, пожалуйста, о проектах Центра в Якутии, чем вдохновлялись и чего удалось достичь.
Нам, безусловно, было очень интересно соприкоснуться с городом, который находится в вечной мерзлоте, крупнейшим городом в этой области, ну и в целом с республикой. Здесь сосредоточено огромное количество объектов, которые, безусловно, могут быть интересны не только московским, но и международным архитекторам и градостроителям, урбанистам и специалистам, которые работают с комфортной городской средой. В Якутии нам посчастливилось работать с такими объектами, как парк будущих поколений, стратегии дорожной карты развития Кангалассы 2.0. Мы соприкоснулись с главной площадью города и работали над большим конкурсом на площадь Ленина, ее, скажем так, новое прочтение, воссоздание в новом виде, а также с уникальным кластером в мировом полюсе холода Аймикони. И, собственно, вот эти проекты составили некий опыт нашего агентства вместе с Центром компетенций «Лето», Фондом будущих поколений. А сейчас мы планируем соприкоснуться с более глобальной задачей, связанной с агломерационным развитием Якутска. Спасибо. А кто обычно является заказчиком подобных проектов, и можно ли простым жителям организовать заявку на разработку проекта улучшения городского пространства? Безусловно, в конечном итоге все, что происходит с комфортной городской средой, изменением городского пространства, связано с конечными пользователями, с жителями. Ведь мы с вами платим налоги, и на эти налоги, собственно, государство и отправляет свою политику по созданию для нас определенной качественной среды, качества жизни, которое дает нам новое будущее и возможности. Обычно во всех проектах, которые мы делаем, и в том числе во всех проектах, которые мы делали с Республикой Саха, мы использовали стандарт гражданского участия. Сегодня вы знаете, что Минстрой России и Агентство стратегических инициатив приняли этот стандарт уже официально. Он предполагает, что жители вместе с профессионалами, вместе с властями формируют задания на те изменения, которые когда мы стараемся, привнося лучшие практики, которые существуют в России и мире, предложить варианты решения той или иной задачи людям, профессионалам, и с ними обсуждать, чего же они хотят и что из этого им подходит. Решения не универсальны, но за последние несколько лет, благодаря активной деятельности Ирины Алексеевой, Центра «Лето», произошла очень важная коллаборация архитекторов из-за рубежа, российских архитекторов, московских архитекторов, петербургских архитекторов и якутских архитектурных бюро. И мы уже видим новые плоды. Ведь это взаимное обогащение.
когда получается, что идеи архитекторов, например, из Якутии, соприкасаются с опытом и знаниями архитекторов из Москвы, и получается нечто третье, новое, и уже мы видим, как якутские архитекторы выходят за пределы Якутии и заходят, например, в московские конкурсы и проекты. Спасибо, Сергей. А вот что касается наших климатических особенностей, это действительно нужна там особая архитектура какая-то, и специалист из другого региона не сможет применить свою практику? Или какие-то есть единые принципы, и климат не влияет на это? Климат, безусловно, влияет. И здесь практически все проекты, которые мы делали, работая и с парком будущих поколений, и с Эймиконом, и с площадью Ленина, мы объединяли в каждой команде специалистов, например, из Москвы или Петербурга, с местными специалистами. Только так можно достичь результата. Действительно, тот климат, в котором существует Республика Саха, требует специальных знаний в области инженерии, и в области фасадных решений, и в области вообще того, какая архитектура и каким образом может здесь существовать, как прокладываются коммуникации и многие другие вопросы. Поэтому здесь требуются специальные знания, и этими специальными знаниями владеет не так много специалистов. Поэтому каждый раз это объединение, это коллаборация между экспертами внешними и, собственно, локальными. Только так можно достичь результата. И это нормально, потому что сегодня все приарктические регионы формируют своеобразную новую школу в архитектуре и пытаются выработать общие принципы. Речь идет не только о нашей стране. И Республика Саха в этом отношении начинает вносить свой вклад в общемировой процесс осмысления арктической зоны, что очень важно. То есть мы можем, наши архитекторы могут задать тон всей Арктики? В каком-то смысле да, поскольку, наверное, одна из неожиданных и ярких особенностей, которая была выявлена и проявилась за последние годы, это то, что якутские специалисты, архитекторы не просто профессионалы, занимающиеся спецификой проектирования в условиях вечной мерзлоты, но мы увидели большой потенциал креативных индустрий. И здесь, например, художественное выражение, архитектурное выражение, образы, которые предлагают специалисты из республики, они очень отличаются от всего того, что мы видим в других странах и даже в нашей собственной стране. То есть они действительно привносят какую-то самобытность, идентичность, новое, неожиданное видение и краски в то, каким образом формируется арктическая архитектура. И я думаю, что у народа Саха в этом отношении есть большая перспектива в том, как они могут повлиять на будущий образ Арктики, на то, какие города и поселения будут строиться в этом регионе. А этот регион, как мы знаем, один из самых перспективных на земном шаре. Слушайте, ну вот вы упомянули про креативность, и действительно, получается, вслед за феноменом якутского кино мы можем услышать о феномене якутской архитектуры. Безусловно, мне кажется, что у якутской архитектуры есть собственное лицо, и мы действительно в ближайшее время можем услышать о таком феномене. Мы уже слышим о нем, мы видим, как якутские профессионалы поехали по стране, это очень важно, как они перенимают опыт других и национальных, и мультикультурных республик, как они собирают этот опыт не только в России, но и за рубежом. И мне кажется, это такой накопительный эффект, когда в какой-то момент, привнеся все те технологии и знания, которые есть сегодня в мире, архитекторы из Якутии смогут воплотить свои самые яркие замыслы и продемонстрировать, что же такое их видение современной архитектуры и комфортной городской среды в условиях столь сурового климата. Спасибо, Сергей. А какие планы у центра в Якутии и по Дальнему Востоку ближайшие? Во-первых, мы проводим сейчас большое исследование, которое изучает города и поселения именно Дальневосточного федерального округа. Наша задача — выявить своеобразный индекс качества городской среды в преломлении к особенностям именно этого региона. Мы рассматриваем возможные стратегии развития городов на Дальнем Востоке, чем они отличаются от общих тенденций, какие у них есть собственные сценарии развития и особенности.
Это большое исследование планируется подготовить уже в этом году и выпустить его с анализом, собственно, всех ключевых населенных пунктов Дальнего Востока. Кроме того, мы занимаемся вопросами агломерационного развития на Дальнем Востоке. И, наверное, из таких ярких проектов, о которых мне бы хотелось сказать, это новый город, которым мы сейчас занимаемся на Сахалине, Экополис. В настоящий момент ведется большая исследовательская работа и объявлен международный конкурс. Это, наверное, один из немногих новых городов, который строится в России. И строится он уже на новых принципах и, в общем, должен стать жемчужиной Дальнего Востока. Спасибо, Сергей. Урбанистам Якутии есть чем гордиться. В 2021 году в Якутии планируют обустроить 9 крупных общественных пространств и 32 дворовые территории. 6 якутских городов принимают сейчас участие во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. Свои проекты представили города Мирный, Ленск, Алданск, Алекминск, Покровск и Нюрба. Уже более 50 тысяч жителей нашей республики проголосовали за то, что им ближе. Урбанистика – это не только практические проекты или благоустройство дворов и территорий. Это целая наука, включающая в себя работу целого ряда специалистов – градостроителей, урбанистов, социологов и архитекторов. Именно на базе их знаний, статей и публикаций развиваются в дальнейшем инициативы, разрабатываются новые идеи. Чтобы углубиться в знания и понять эту интересную науку, мы решили поговорить с известным урбанистом и общественным деятелем, основателем Центра прикладной урбанистики Святославом Муруновым. Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Свят Мурунов. Я занимаюсь анализом развития постсоветских территорий. Сейчас нахожусь в Нижнем Новгороде, в командировке. Изучаю тут общественное пространство и готов с радостью ответить на ваши вопросы. Свят, расскажите, как сейчас развивается урбанистика в России и, в частности, в северных регионах страны? Спасибо за вопрос. Но смотря что считать урбанистикой на самом деле, потому что я для себя отмечаю 3 урбанистики. Первая урбанистика – это такая государственная урбанистика. В данном случае комфортная городская среда – это пример такой государственной урбанистики, когда государство начинает систематически выделять средства на благоустройство. Вторая урбанистика – это урбанистика копирования европейских лучших практик, мировых лучших практик. Это когда институт «Стрелка» привозит лучших мировых экспертов, начинает издавать книги и, в принципе, начинает внедрять подходы, которые во всем мире прошли какую-то апробацию, имеют под собой экспериментальную базу, научную базу, социальную базу, чаще всего и культурную базу. А в нашей стране начинается это с нуля. И в данном случае европейская урбанистика в кавычках – это как раз попытка не изобретать велосипед, а навязать стандарты, которые условно являются универсальными во всем мире, но чаще всего навязывание этих стандартов приводит к тому, что во всех городах, независимо от климата, от ландшафта, от культурных особенностей, от социальных особенностей, появляются типологизированные европейские решения в виде пергол, качель, типовых объектов, велопарковок, велодорожек, что не является ни плохо, ни хорошо, но превращает центральные части, как минимум центральную часть городов, превращает в такие уютные в кавычках европейские пространства. И третья урбанистика, которую как раз развиваю я и развивают люди, которые, в принципе, занимаются социальным проектированием, это урбанистика, которая, в принципе, называется постсоветская, когда мы пытаемся разобраться, как на самом деле все устроено, как устроен постсоветский город, как устроен человек, как устроено общественное пространство, что такое общественное пространство, как устроена городская экономика, городская политика, согласование интересов. И вот в этой урбанистике как раз сейчас много прорывов, потому что, например, становится очевидно, что при проектировании тех же самых, например, дворов важно проектировать не пространство двора, а отношения между людьми, а пространство двора в этом случае является вторичным. И если сложилось крепкое дворовое сообщество, где разные поколения научились друг другу передавать опыт, то вернулся институт игры, вернулся институт дворовых традиций, то крепкое сообщество, локальное сообщество способно, в принципе, самостоятельно
сформировать задачи и понимание, какой двор нужен. Северные города являются примером, когда они попробовали все три подхода. То есть, когда они попробовали и государственный подход, скажите нам, что делать, отдайте методичку, когда они попробовали, в принципе, европейские практики. И сейчас, возможно, как раз они переходят к поиску собственных технологий и методов, потому что в северных территориях особенности климата и особенности характера людей следующие. То есть климат, во-первых, специфичен, и многие скопированные решения ни визуально, ни эстетически, ни технологически не подходят для северных территорий. Там, для Камчатки там, средняя норма снега там, 3 метра, вот, либо для там, Якутска, где минус 64, либо для Южно-Сахалинска, где сильный ветер и там, туман и так далее. И с этой точки зрения, на мой взгляд, как раз северные территории первыми начинают понимать, что для того, чтобы заниматься урбанистикой, нужно разобраться, что такое город, что такое общественное пространство, что такое экономика, зачем мы собираемся этим заниматься. Второй момент, что характер людей на севере более прямолинеен и открыт. И люди часто говорят то, что они думают. Они могут выстроить им хороший парк, они могут прямо сказать на встрече главе города либо депутату: слушайте, у нас тут молодежь уезжает, и мы построили парк, отлично, но мы построили парк, его спроектировали московские архитекторы, мы купили всю элементную базу этого парка, купили в Китае, вот, и как уезжала молодежь, так продолжает уезжать. Хорошо, что у нас появился, конечно, парк, это спасибо, приятно, но вообще-то для развития нашего города или поселка это не самое важное. И, на мой взгляд, как раз северные территории являются сейчас таким фронтиром, которые столкнулись с тем, что карго-культ, то есть копирование технологий, либо такое бездумное выполнение плана, то есть гонка за количеством и за конкурсами, не всегда действительно приносит пользу территории, потому что польза и понимание полезности и ценности мнения каждого человека для северных территорий является критическим ресурсом. И вот сейчас мы работаем с Южно-Сахалинском, с Хабаровском. Видно, как люди, во-первых, пишут, что думают в исследованиях, на встречах приходят, говорят, что думают, готовы брать на себя ответственность, готовы участвовать в создании этих объектов, готовы участвовать в управлении, готовы, в принципе, рассматривать парк не как набор элементов, а как некий действительно инструмент для создания рабочих мест, либо для настраивания социальных отношений. Из чего состоит культурный код города и как горожанину лучше понимать то место, где он живет? У меня есть собственное определение, что такое культурный код. Я его как раз построил, исходя из исследований большого количества городов. И культурный код – это минимальный элемент опыта, который описан, отрефлексирован, и у которого есть как минимум такая привязка к месту и ко времени. То есть можно понять, откуда это, что это за опыт, к какому времени и пространству он относится. И есть понимание контекста, какого типа это опыт. Это идея, это событие, это какой-то свершившийся какой-то символический акт, это что-то связано с материальными изменениями, это какой-то творческий поиск, это открытие. То есть что это за... какого типа это культурный код. И культурный код города – это, как правило, вот эта схема и система опыта разных поколений предыдущих, которые, в принципе, реализованы в виде материальных и нематериальных практик. То есть материальные практики – это здания, объекты, ландшафты, сооружения, памятники, стили. А нематериальные – это истории и традиции, и в данном случае язык. И в данном случае как раз комбинация вот этих разных культурных кодов, в принципе, составляет идентичность горожанина. Плотность культурных кодов показывает значимые места для города. И чем больше в этом месте совершалось уникальных событий, либо чем больше это место обладает таким сильным эмоциональным переживанием, тем выше сложность его проектирования и изменения. И часто перед тем, как, например, делать какие-то проекты в городе, мы делаем исследования для того, чтобы понять вообще, есть ли какие-то узловые места в городе и с какими местами можно работать. То есть действительно это культурных кодов там мало, либо они там устарели, их нужно перезагружать. А с какими местами сложно работать, потому что там плотность высоких культурных кодов, какой-то опыт еще не отрефлексирован. Особенно это связано с советским периодом, либо с периодом постсоветским, когда что-то там было недостроено, либо сгорело, либо сломалось, либо брошено. И вот городская рефлексия, такое переосмысление городским сообществом своего собственного опыта является очень важным способом производства этих культурных кодов. Но культурные коды должны фиксироваться в архитектуре,
в спектаклях театральных, в названиях, в легендах, мифах, в языке. И если этим никто не занимается, то, конечно же, культурный код города начинает замещаться внешними культурами, внешними названиями, внешними брендами, внешними формами. И тем самым, в принципе, город стирает свою уникальность. Он становится похожим на все остальные города. Причем, так как это скопированная культура, то он делает это неискренне, то есть он делает это формально. Какие, на ваш взгляд, основные проблемы городов в России? Одинаковы ли они для всех регионов? И что нужно делать для их решения? Ну, проблемы везде одинаковые. Если говорить про урбанистику, то это, конечно же, абсолютно, на мой взгляд, упрощение принимаемых решений. То есть, во-первых, девелоперы, строители и архитекторы назначены главными за развитие. И это определяет проблемы городов. То есть города строят много жилья, города не умеют создавать рабочие места. То есть рабочие места вроде бы возникнут самостоятельно. Города пытаются скопировать лучшие практики вместо того, чтобы разработать хотя бы одну свою и начать ей делиться и на этом зарабатывать. Внутри городов абсолютно разрыв между поколениями, советским, постсоветским, современными поколениями. То есть опыт не передается, Краеведческий музей свою функцию не выполняет. То есть он ничего не рассказывает про последние 28 лет. Что нужно делать для их решения? Ну, если мы понимаем, что мы принимаем неправильные решения, либо, условно, мы принимаем решения, в которых не уверены, то нужно как минимум поменять саму систему принятия решений. Вот в социальном проектировании как раз есть такой этап, когда в самом начале, перед изменениями, собираются все городские стейкхолдеры, все основные городские группы, и проводится такая консультация, которая, в принципе, направленность которой вообще проверить, точно ли нам нужно сейчас заниматься парками, возможно, нам нужно заняться рабочими местами, возможно, нам нужно заняться медициной, возможно, у нас проблемы с образованием, либо у нас проблемы там еще с чем-то. И с этой точки зрения городское сообщество перед тем, как что-либо делать, должно немножко порефлексировать предыдущий опыт, состояние города, состояние городских ресурсов, окружение, конкурентную среду и так далее. То есть вот этого не происходит. Спасибо. Не так давно в Якутии одобрили 6 проектов для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как вы считаете, насколько важны данные конкурсы, или стоит проводить больше мероприятий с местными жителями и увлекать их в изменение облика города? Ну, в этом вопросе есть сразу ответ, потому что конкурс, я уже говорил, что конкурс я считаю очень вредной практикой. И что на федеральном уровне, что и на локальных городских уровнях конкурсы – это устаревшая форма. Это устаревшая форма видимости каких-либо изменений, потому что конкурс понятен всем, мы знаем, что такое конкурс с детства, со школы, но конкурс обладает множеством минусов, то есть в конкурсе всегда есть победившие и проигравшие, и, соответственно, лидеры всегда уходят вперед, а проигравшие выключаются из городских процессов. Второй момент, что в конкурсе всегда есть некая несправедливость, потому что есть судьи, есть критерии, а город – это все-таки пространство согласования общих интересов, и для него конкурс не подходит совсем. Для него подходит форма консенсуса. Давайте найдем консенсус, что для нас важно. Поэтому я считаю, что участие в конкурсах – это такой ресурсный эксперимент. То есть, конечно же, для территории регионов очень важно участвовать в конкурсах для того, чтобы просто получить внешние федеральные ресурсы. Но внутри территории подача заявок на эти конкурсы может строиться по совсем другой логике. И сам проект, подаваемый на конкурс, может быть частью более сложного проекта. Мы хотим остановить отток молодежи, мы хотим проявить уникальную культуру на этой территории. Один проект мы делаем исследование мы делаем через вот этот грант. Например, на формирование сообщества мы находим внутренние ресурсы. А вот когда нам нужно что-то благоустроить, либо что-то изменить частично, давайте подадим сделаем проект еще на конкурс. То есть, когда есть внутренняя стратегия и конкурс используется как способ просто получения ресурсов, тогда да. Вот события с местными жителями, то есть количество каких-то праздников либо фестивалей не всегда делает вовлечение этих жителей, потому что с этой точки зрения вовлечение – это просто процесс. Я вам рассказал, я вас позвал, мы познакомились, мы что-то сделали вместе. А основная цель всегда развития – это изменения. Какие изменения произойдут? Хорошо, мы провели фестиваль, возникло ли сообщество, либо появился какой-то новый опыт у людей, которые в этом фестивале принимали участие. Может быть, нам надо было не самим делать фестиваль, а их научить делать фестиваль. И делая фестиваль, бы они поняли, что на самом деле
там, беря на себя ответственность за там, разработку концепции, они вообще понимают, зачем они живут на этой территории, либо чем они отличаются от других территорий. И вот ключевое слово «ответственность», которое часто не звучит вообще в проектах, потому что а кто будет отвечать за управление? А как ответственность в городе перераспределиться? У кого опять ответственность появится больше? Кто какой новый опыт получит? Вот отсутствие дискуссии о пользе и о целях, и об изменениях приводит к тому, что, в принципе, эти проекты просто такие превращаются в некий такой поток. И этот поток, в принципе, начинает разрушать отношения и начинает упрощать подходы к проектированию. Ну, надеюсь, что Якутии это не грозит, потому что Якутия все равно обладает внутренним характером, и часто этот характер, он не такой не публичен, то есть это внутренняя якутская культура, внутренние якутские практики, и Якутии удается, на мой взгляд, как раз, не рефлексивно, не публично, но встраиваться в эти конкурсы как раз с пониманием пользы для территории. Но нужно смотреть каждый проект. Те проекты, которые я смотрел, они были абсолютно, на мой взгляд, московско-центричны, то есть это была такая некая копия московских проектов, и в них якутского было, якутские архитекторы плюс, но в них якутского было очень, на мой взгляд, мало. Спасибо, Святослав. Развитая городская среда – это ключ к комфорту и уюту местных жителей. Такой подход стал кредо урбанистов на Западе, особенно в Скандинавии. По всему миру восхищаются шведскими и норвежскими городами. В этих северных странах к урбанизму сформирован особый подход, и результаты впечатляют. Узнаем, в чем секрет у известного шведско-норвежского архитектора Кая Пиппо. Hello, Кай. Кай, здравствуйте. Good morning. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших проектах в Северной Европе. Очень интересно. Какие самые любопытные, самые интересные вещи вам доводилось реализовывать? I think the city of Kiruna, which is a mining city, it will move 3 kilometers. Один из интереснейших проектов — это перемещение города Кируна на 3 километра. Это связано с расширением шахты, и, по идее, мы создаем и строим город с нуля. И мы работали 10 лет над этим проектом и понимаем, что окончательно завершим только через 20-30 лет. Так что это проект на всю жизнь, почти. В общем, сейчас все это дело активно развивается, и очень интересно взять и сделать что-то с самого начала. Также стоит упомянуть о проекте лыжного склона, в котором я также принимал участие. Вообще, я очень люблю север и тьму. Это меня вдохновляет. Thank you. And what principles are you guiding in developing the urban environment in the north? А какими принципами вы руководствуетесь, развивая городскую среду на севере? Учитываете ли как-то особенности культуры и традиций людей, которые живут в этих местах? Может быть, климат и географические особенности влияют и на вашу работу? Thank you for that question. It's exactly what I'm thinking is the most important aspect, because Спасибо за вопрос. Я считаю наиболее важным аспектом сохранения уже созданных ценностей. Потому что сейчас нас в основном привлекают новые технологии, и люди хотят продавать вам много новых технологий. И я думаю, что для города очень важно понимать, как использовать эти самые технологии. Делать это надо мудро, потому что это будет с вами лет 10-15, а может и все 20. Я думаю, что вам нужно в первую очередь в городе начать с группы заинтересованных людей, которые работают со светом и пространством, могут влиять на использование ресурсов, то есть архитекторы. Вам нужно начать с того, что пространство, свет и материалы должны делать для вашего города, и культура, о которой вы упомянули, это очень важный для меня аспект, к которому надо относиться с трепетом. Вот, к примеру, вы начинаете свой проект, ваш проект использует местные ключи культуры. Местные жители используют местных ремесленников, и создается что-то с нуля. Все переплетается. И еще я считаю, что цель культуры в том, чтобы рассказать историю, создавая город. А также есть две очень важные вещи. Важно создавать красивый город, это первое. А второе — сделать его безопасным. Если он красивый, он будет привлекать людей, а с большим количеством людей он будет более безопасным.
Все это нанизывается друг на друга, давая в итоге нужный для всех результат. Спасибо большое за интересный подробный ответ. А что бы вы могли посоветовать якутским специалистам, активистам, неравнодушным жителям, которые хотят менять свой регион к лучшему? Каким опытом специалистов Северной Европы вы бы с нами поделились? You need to answer yourself what makes your region and your city or what makes it unique. Start from the uniqueness and create a story from there. Вам нужно задать этот вопрос в первую очередь себе. Ваше общественное сознание и восприятие — вот что делает город уникальным. И действительно, я думаю, что вы находитесь в уникальном месте на Земле. Также полагаю, что у нас есть много общего у людей, которые живут и работают в северных широтах. Во-первых, тьма зимой. Во-вторых, конечно, это также много света. Думаю, с этим надо плотно работать и конструировать объекты, исходя из таких аспектов северной жизни. К примеру, строить так, чтобы поверхности отражали снег и было ярче в темные вечера и дни. Еще у нас много простуд, и вы можете использовать новые технологии с умом. Проектируя и планируя здраво и осознанно, многого можно добиться. Можно начать, как я уже говорил, в группы людей. Собрать несколько человек, которые хотят что-то сделать и изменить, и попробовать воплотить задуманное. Можно смело тестировать новые идеи и творить настоящее искусство. И не бояться спрашивать мнение горожан. Так образуется комьюнити, что обмениваются мыслями, понимают, что хорошо, что плохо. К примеру, также можно пофантазировать со светом. Для нас, жителей Севера, очень важен свет. Еще важна осознанность действий, ведь ваши решения будут с вами лет 15-20. Так что это ответственность, но также и хорошее вложение на долгие годы. Большое вам спасибо за уделенное время и такие интересные ответы. Спасибо. До свидания. Опыт западных урбанистов, в особенности реализующих свои проекты на севере Европы, хорошо иллюстрирует перспективы развития данной области и показывает доступность любых изменений в северных городах. Главное – это желание, грамотные специалисты и участие местных жителей. Несмотря на трудности, мастерство специалистов и активная позиция местных жителей вместе делают жизнь в городах Якутии все более комфортной. Новые проекты, идеи, обмен знаниями со специалистами не только из других регионов России, но и из других стран – все это в совокупности повышает качество жизни в республике. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я ее ведущая Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.